Высота 4000 метров, гул двигателя стихает, распахивается дверь самолета, и перед прыгающими открывается небо. Еще мгновение, и смельчаки шагают в бездну, где время будто замирает. Так начинается полет в свободном падении, захватывающий, головокружительный и прекрасный. Парашютисты аэроклуба Ингушетии — это не просто экстремалы, а спортсмены, романтики и профессионалы со стальными нервами и со своей твердой жизненной позицией. Начал прыгать в армии еще 86-88 год. Потом был перерыв 25 лет. Потом по инициативе главы была создана команда парашютная. И вот пригласили, попал. Думал на 2 прыжка, а оказалось, застрял, скажем так. Их мир — это адреналин, 50-60 секунд полета со скоростью 200 км в час, когда Земля стремительно приближается, а сердце бьется в унисон с ветром. Точность и мастерство, раскрытие парашюта, плавное управление куполом и мягкое приземление в заданной точке. Ну и, конечно, командный дух, групповые прыжки, когда парашютисты в воздухе создают живые фигуры, держась друг за друга в свободном полете. Так все и не расскажешь, нужно прийти и сделать это, особенно молодым людям, заявляют представители Ингушского аэроклуба. Бывали вот случаи отказа? Часто ли бывали? Ну, если правильно подходить к спорту, слушать рекомендации инструктора, от себя не делать, все будет красиво, хорошо. И в случае полного отказа, если даже спортсмен отключился, не может дернуть там запаску, там стоит страхующий прибор, который на высоте 350 метров от земли сам произвольно, сам срабатывает перепатрон, выстреливает запаску, и спортсмен садится. В 2011 году в Ингушетии была создана Федерация парашютного спорта. В команде тогда состояло 18 человек. Подготовку сначала проходили в Владикавказском аэроклубе, где их обучали основам этого вида спорта. Из-за некоторых обстоятельств первая группа спортсменов распалась. Затем через 1,5 года сформировалась вторая команда. Сборы стали проводить в Адыгее. Официальной датой, когда аэроклуб Ингушетия был основан, считается 2013 год. Для развития авиационно-спортивного направления в нашем субъекте энтузиасты приложили невероятные усилия, чтобы укрепить в регионе парашютный спорт. Самые первые соревнования, которые проходили на территории Республики Ингушетия, это был чемпионат России. Мы все-таки добились, руководство республики принимало участие в этом непосредственно. И в лице Добрякова Дениса мы здесь провели чемпионат России. И вот наша команда там первый раз принимала участие. Это были первые прыжки, ознакомительные прыжки там, на показных выступлениях. Наша команда выезжала за пределы страны, непосредственно в Черногории был чемпионат мира, непосредственно наша команда принимала там участие. Кроме этого, наши парашютисты уже в виде показательных выступлений были приглашены на выброску на Северном полюсе, тоже непосредственно принимали участие. Парашютный спорт — это не только адреналин и свобода, но и серьезные финансовые затраты. За каждым прыжком стоит дорогостоящая инфраструктура, техобслуживание и безопасность. Перед какими трудностями они не столкнулись бы, уверенные со своей философией, продолжают представлять республику на высоком уровне. Мы каждый год на чемпионате СКФО или же на каких-то титульных соревнованиях, которые проходят, например, в Дагестане, включительно турнир Ахмедхан Султан, где наши ребята принимают участие и показывают очень хорошие результаты, которых не было за всю историю парашютизма Республики Ингушетия, таких результатов, чтобы наши спортсмены запросто попадали в ноль. Самолет загружается парашютистами обычно от 10 до 15 человек. Во время набора высоты штурман следит за маршрутом, пилот за работой двигателя. На нужной высоте пилот дает команду «пошел», и парашютисты начинают прыгать. После сброса самолет возвращается на аэродром. Штурман помогает пилоту выбрать оптимальный путь. В нашем случае штурман и пилот один и тот же человек — Хамзат Баркинхоев. В нашей республике непосредственно мы этим делом занялись в 2013 году. У нас первоходцев было 3 человека: Аздоев Давид Хамзатович, Магушков Руслан Баширович и я. Расчет маршрута, коррекция курса с учетом ветра, чтобы парашютисты приземлялись точно в нужном месте, контроль высоты и скорости, работа с картами и GPS, связь с диспетчерской службой — все это обязанности штурмана. Хамзата Баркинхоева, кстати, после 2020 года, когда прекратилась деятельность аэроклуба, пригласили в Дагестан в качестве замначальника полетной подготовки Махачкалинского аэроклуба. Сегодня небо особенно зовет. 26 июля в России отмечают День парашютиста. Это их праздник. Праздник смелых, свободных и преданных небу людей, для которых земля
земля лишь точка старта, а настоящий дом – бескрайние воздушные просторы. Хотел бы поздравить всех парашютистов, пожелать ясного неба и надежного парашюта. Важно, что один из представителей ингушского аэроклуба Хизир Баркинхоев застал свой профессиональный праздник в зоне проведения специальной военной операции, где выполняет боевые задачи. Адам Мержичков, Султан Булгучев, Магаз 24.